Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях 18 июня. Парламентарии одобрили представление президента о назначении судей Верховного арбитражного судов и нового председателя Знаурского районного суда. Кадровая политика, лекарственное обеспечение, контроль над качеством оказываемой медицинской помощи. Темы пресс-конференции Минздрава. Вышли в свет книга и альбом, посвященный столетию геноцида остинского народа. Сегодня состоялась презентация. Депутатский корпус на сегодняшней сессии единогласно одобрил кандидатуры судей Верховного и арбитражного судов республики и кандидатуру на должность председателя Знаурского районного суда. Кандидатуры в парламент были представлены президентом Анатолием Бибиловым. Также депутаты одобрили вопрос создания Временной комиссии по изучению ситуации на таможенном посту Нижний Зарамак. С повестки дня был снят вопрос об объявлении амнистии. Обсуждение перенесено на следующее заседание. Какие еще темы рассмотрены в репортаже Зарины Кочиевой? Парламент Южной Осетии одобрил представление президента о назначении судей Верховного и арбитражного судов, а также нового председателя Знаурского районного суда. Зарина Джиоева и Тимур Азмулдаров переназначены на должности судей Верховного и арбитражного судов. У них истек срок полномочий. Знаурский районный суд возглавила Медея Табуева. Депутатский корпус внес изменения в проект закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Южная Осетия и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов. Законопроект разработан с целью создания Государственного фонда социального страхования и пенсионного обеспечения. Единогласно был принят и закон об основах обязательного социального страхования. В Республике Южная Осетия создается фонд социального страхования, социальный фонд так называемый, предусматривая определенное количество страховых видов обеспечения. Это страховая пенсия по старости, страховая пенсия за выслугу лет, страховая пенсия по инвалидности, страховая пенсия по случаю потери кормильца, социальная пенсия инвалидности, социальная пенсия по случаю потери кормильца, социальная пенсия неработающим трудоспособным лицам, пособие по временной нетрудоспособности, страховые выплаты в связи с несчастным случаем на производстве, пособие по беременности и родам, ежемесячные пособия по уходу за ребенком, единовременное пособие при рождении ребенка, социальное пособие на погребение. Проект закона о страховых взносах в Социальный фонд Республики Южная Осетия также был принят единогласно. То есть он регулирует в основном вот эти отношения, связанные с начислением и уплатой страховых взносов. Обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и другие законопроекты, другие случаи, которые предусматривает этот фонд. После дискуссии парламентарии приняли и закон об оружии. Новый законопроект содержит расширенные формулировки и порядок использования гражданского, служебного, боевого, ручного, стрелкового и холодного оружия, а также предусматривает усиление контроля в сфере оборота оружия. Парламентарии внесли изменения и в закон о лицензировании отдельных видов деятельности. Закон о лицензировании подлежат следующие виды деятельности: производство оружия и основных частей огнестрельного оружия, производство патронов к оружию и основных частей патронов, торговля оружием и основными частями огнестрельного оружия, торговля патронами к оружию, коллекционирование оружия и основных частей огнестрельного оружия, патронов к оружию и экспонированию оружия. В то же время проектом закона Республики Южная Осетия предусмотрено, что те же виды деятельности подлежат лицензированию в соответствии с проектом закона Республики Южная Осетия об оружии. В связи с перечисленными в целях приведения в соответствии с проектом закона Республики Южная Осетия об оружии возникла необходимость внесения изменений в закон Республики Южная Осетия о лицензировании отдельных видов деятельности, позволяющих осуществлять лицензирование видов деятельности, перечисленных в проекте закона Республики Южная Осетия об оружии. Парламентарии проголосовали за создание Временной комиссии по изучению ситуации на таможенном посту Нижний Зарамак. В нее вошли представители всех фракций законодательного органа страны. В первую очередь они займутся разработкой положения о работе комиссии. Группа депутатов парламента Южной Осетии встречалась месяц назад с представителями ФТС Российской Федерации, где были обозначены определенные проблемы, которые возникли между таможенными органами Российской Федерации
Федерации и Республика Южная Осетия. После этого прозвучал доклад в стенах парламента, и по результатам этого доклада председателям парламента было дано поручение нашему комитету, проработав состав комиссии, временной комиссии по расследованию ситуации, которая прозвучала в этом докладе. Положение разрабатывается, и комиссия, если вы эту комиссию утвердите, начнет работать над положением и над тем вопросом, который был поднят в этом докладе, и по тем поручениям, которые будут даны. Рассмотрение вопроса об объявлении амнистии парламент решил отложить. На сессию были вынесены два варианта проекта постановления, подготовленные профильным комитетом и группой депутатов. Однако часть депутатов отметила, что не ознакомлена с одним из вариантов постановления и не может проголосовать объективно. Было предложено два варианта. Два варианта амнистии. К сожалению, второй вариант, который представили, и доработки в него были внесены очень поздно. И я с ними не ознакомился. Это, во-первых, не только я. И именно поэтому я попросил перенести этот вопрос на следующую сессию. Но я бы хотел также напомнить, что вполне могла сложиться, и по моим наблюдениям, могла сложиться ситуация, когда ни один и ни второй вариант законопроекта не нашли бы нужное количество голосов депутатов для того, чтобы быть претворенными в жизнь. А я еще раз хочу напомнить, что за этим законом стоят такие живые люди, да, которые ждут этой амнистии, которые, часть из них находится под следствием, часть находится в местах заключения. И надо не забывать, что это такие же люди, как и мы с вами, и у них тоже есть свои надежды. И что они сейчас сидят не на курорте. Разумеется, они сидят там, где они сидят, или находятся под следствием из-за того, что совершили какие-то преступления. Но еще раз хочу напомнить, что преступления эти были незначительны, раз они попали под амнистию. И вполне могла сложиться такая ситуация, что ни один, ни другой вариант законопроекта бы не прошли. Могло произойти разделение голосов. И в таком случае этот вопрос бы отложился уже надолго бы, и люди бы остались в том положении, в котором они сейчас тоже находятся. Каждый из нас, наверное, в жизни ошибался, я не знаю людей, которые не ошибаются, в том числе и эти люди, которые сейчас в местах заключения или под следствием, и каждому из них нужно, конечно, дать шанс. Но сегодня могло получиться именно так, что законопроект бы не прошел ни в каком виде. И эти люди бы остались под следствием и под стражей. Я считаю, что это неправильно. Вопрос об амнистии обсудят на очередной сессии законодательного органа страны. Зарина Кочева, Рауль Кочева, Цамаз Гаглоев. Информационный выпуск сегодня. В преддверии Дня медицинского работника министр здравоохранения и социального развития Суслан Наниев и его новый заместитель Александр Приходько дали большую пресс-конференцию. Кадровая политика, лекарственное обеспечение, повышение квалификации медицинских работников и контроль над качеством оказываемой медицинской помощи стали главными темами обсуждения. Были рассмотрены все вопросы, связанные с планами нового руководства для повышения эффективности лечения и четко обозначены обязанности медперсонала. Непосредственная обязанность медицинского персонала – выполнение своих должностных обязанностей, заботливое, доброжелательное и внимательное отношение к пациентам. Все остальное берет на себя Министерство здравоохранения и социального развития. Это и помощь в достойной организации труда и повышение уровня квалификации тех работников, у которых есть четкое стремление к развитию. Им будет оказываться всесторонняя поддержка, заявил на пресс-конференции министр здравоохранения и социального развития Суслан Наниев. Те сотрудники, у которых есть четкое стремление к развитию и четкое понимание того, в какую сторону они хотят развиваться, Министерство здравоохранения будет только поддерживать это. То есть мы максимально настроены удовлетворять запрос наших специалистов. Труд медицинских работников бесценен, а заработная плата на сегодняшний день умеренная, отметил министр. Но есть четкое понимание того, каким образом должен быть организован труд медика и оплата за этот труд. Мы будем приближаться к отчетливому пониманию сотрудниками того, сколько они смогут заработать, исходя из своей эффективности. И это напрямую будет влиять на заработную плату лечащего врача, отметил Суслан Наниев. Мы будем контролировать вот этот лечебный процесс в смысле эффективности. И это будет напрямую влиять на заработную плату. То есть мы будем мотивировать наших врачей для того, чтобы они
были направлены, нацелены на получение положительного результата своего лечения. То есть не процесс ради процесса, а врач будет заинтересован в том, чтобы пациента вылечить, и вот этот его успех не пройдет мимо здравоохранения, и исходя из этого он будет получать какую-то заработную плату. То есть, а для этого ему нужны будут качественные препараты, именно те, которые будут эффективными. Министр здравоохранения сообщил журналистам, что уже сформированы списки медицинского персонала и волонтеров, которые работали в красной зоне, и они будут представлены к государственным наградам. Было также отмечено, что закупки на лекарственные препараты будут формироваться на основе заявок лечащих врачей. Как сообщил во время пресс-конференции замминистра здравоохранения Александр Приходько, Минздрав Республики начал переговоры с российской стороной о взаимном признании врачебного профессионального медицинского стажа. На пресс-конференции было также отмечено, что главврачи будут назначаться на конкурсной основе. Он будет доступным и прозрачным. На конкурс допустят всех желающих, независимо от компетенций, чтобы уже изначально не ставить их в неравные условия, сообщил министр здравоохранения и социального развития. Дальше задача Министерства здравоохранения сначала выявить наиболее способного к этому роду деятельности. Дальше мы дадим возможность обучения. Это будет, наверное, высшая школа экономики или высшая школа менеджмента в сфере здравоохранения. Там краткосрочные курсы, двухмесячные. Задача этого претендента дальше, вот этого одного главного врача, которого мы выбрали, вот, который доступный, честный, прозрачный конкурс. Мы дадим возможность обучиться. За время обучения он должен будет составить проект развития данной конкретной больницы в имеющихся ресурсах, проект развития больницы. Дальше он возвращается, второй этап он получает образование, третий этап мы даем возможность реализации этого проекта в должности главного врача. Краткосрочный проект, там около 3 месяцев, он должен будет его реализовать. И третье, мы оценим его эффективность должности главного врача. Если претендент, исполняющий обязанности главного врача, реализует этот проект, заявленный им же этот проект и обговоренный вот как раз в этой какой-нибудь учебной организации, высшей школы менеджмента, к примеру, реализует этот проект, мы считаем, что это тот человек, который нам подходит, утверждаем его в должности, и дальше он готовит еще ряд проектов следующих, и для того, чтобы вот больницы получили такое перманентное развитие в рамках имеющихся ресурсов. Ситуация с коронавирусной инфекцией в республике остается стабильной. Об этом заявил Сослан Нанев. Замминистра Александр Приходько в дополнение отметил, что лекарства первой необходимости в борьбе с коронавирусом в республику будут завозиться с запасом, чтобы исключить их нехватку. Анжела Кокоева, Алим Бетеев, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. Полностью пресс-конференцию смотрите в нашем сегодняшнем эфире. Жителям в помощь. Из-за отсутствия банкомата население Кударского ущелья было вынуждено приезжать в столицу для получения разного рода выплат. Теперь же появилась возможность получать пенсии и заработные платы в городе Квайса. Для этой цели установлен банкомат. Подробности в нашем следующем материале. В городе Квайса Южной Осетии установлен банкомат. Теперь жители смогут получать пенсию и заработную плату на месте. Раньше из-за этого им приходилось выезжать в столицу. Этого события здесь ждали давно. Отсутствие банкомата создавало множество проблем, особенно когда дорога Гуфта-Квайса была в плохом состоянии, и жителям приходилось весь день добираться до Цхинвала и обратно. Проблема на адам юл даристу мест наличия кассиста сахосту и охраной массопровождением, ерентон срату банкомат, массиловой структура МЧС, милиция, оборона, уже и сенч банкоматай. Сашарам бумбира юлдар, бангендар, президентандар, кадайтар, фачи чидайтар, бофдабун куттома, моханна проблема свешот кутто, хауду шарабун юлдар бират. Адам дарасты бузник. Банкомат поставили около здания отделения внутренних дел, что очень удобно как для работников банка, так и для жителей. Банкомат находится под постоянной охраной. Он современный и удобный в использовании. В Квайса много военнослужащих, которым из-за отсутствия банкомата также приходилось добираться до Цхинвала, чтобы обналичить свою заработную плату. Жители неоднократно обращались по этому вопросу в банк и к руководству республики. Наибольшую радость это событие принесло пенсионерам, ведь многим из них приходилось выезжать не только в Цхинвал, но и в Северную Осетию.
مشاقا تنخسز گنودی مناشران ولو شران کیسرست و آلا بانکامات کزنه بانکامات همی یو دیساب میرن مام قایستا بیره چی در طرف کنش ما قایستا نویده رفت کننده که بخواد من اندارت در منم مفتش خوست دارو شان. Теперь квайсинцы могут обналичивать свои деньги в удобное для себя время. Лена Газаева, Регина Черткоева, Ида Кочиева. Информационный выпуск сегодня. Сегодня состоялась презентация книги и альбома, посвященных геноциду осетинского народа. Авторы – доцент кафедры английского языка Ирина Бекоева и кандидат филологических наук Элиса Гаглоева. В изданиях изложены реальные события, рассказано о судьбах многих, которых коснулась война. Яна Плеева продолжит тему. Книга и альбом, посвященные столетию геноцида осетинского народа, увидели свет и были сегодня презентованы широкой общественности. При инициативе и финансовой поддержке Министерства образования и науки книги были подготовлены и выпущены за довольно-таки короткое время в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню памяти жертв геноцида. В альбом памяти вошли 3 рассказа, которые объединены в один цикл. Авторами альбома являются доцент кафедры английского языка Ирина Бекоева и кандидат филологических наук Элиса Гаглоева. Рассказы основаны на реальных событиях, вымышлены только имена, отметила Элиса Гаглоева. Все, что вы видите перед собой, и все, что делалось в рамках выполнения плана мероприятий к этой дате, это не увидело бы свет. То, что наш народ хранит в своей памяти, все сюжеты, жестокие, жесткие сюжеты, которые связаны с событиями 2020 года, они так и остались бы в памяти народной и, может быть, даже стерлись бы, если бы они не увидели вот свет, так как вы видите их сейчас перед собой. Но что касается конкретно рассказов, я благодарна Ирине Давидовне за перевод, в частности, моего рассказа. Благодарна Юрию Константиновичу за блестящий перевод на осетинский язык. В книге о геноциде немало страниц, полных боли, безмерного горя и отчаяния, невосполнимых потерь. Тысячи и тысячи трагических судеб людей, спасавшихся от воинствующей Грузии. Все это описано в книге «Цамай и вод Мауаруха». Книга она посвящена очень скорбной, памятной дате в истории нашего народа. Это тема, которая болью отдается в сердце не только каждого осетина, но в сердце каждого здравомыслящего человека. К сожалению, в прошлом году пандемия помешала нам реализовать весь план, который был принят в Министерстве образования и науки нашей республики. И часть мероприятий мы, конечно же, не смогли реализовать, но посчитали очень важным издать альбом памяти, в который вошли 2 рассказа, 2 художественных рассказа. Я думаю, что авторы сами расскажут о том, что их сподвигло на написание, откуда у них эти воспоминания. И мы обратились к детям лицея искусств, обратились к художественной школе-студии при Хитогоровской школе, чтобы дети, прочитав, постарались проиллюстрировать. Учащиеся младших и старших классов, несмотря на то, что не являются свидетелями тех страшных событий, постарались очень ярко передать посредством живописи людскую боль. Мы должны иллюстрировать книгу. Думаю, что остальные также удивились, как и я. Потому что это был первый раз, когда нам сказали такое делать. Но после прочтения тех рассказов, которые мы выбрали, задача облегчилась. Все было написано очень понятно и доступно для нас. А сам рассказ был довольно интересный, но трагичный. Свеча памяти должна гореть в руках сменяющих друг друга поколений. Только тогда будет жить наша история, отметил глава республики Анатолий Бибилов. Ad ma chodem bendur naujini soma shalvenchu kenui nama shazahoi sachita khay wisan naujini kad nazian etnosan neigenanzagen som bunkemadish arastoye fedalta kam shardeste sh awatesler shadis sh gachshaftarstoy vi kunavo wat etnosan nazian zagen nishis. Mana Yuri Konstantinovich telehide ko iskuto. Yeraidion me kubokesa yushe telehidan. Fetjogna khasta. Va dushe telehide chivdi. Wikum azokhto itvat manan smokhima jura nishwali. Shuvadis shizokhto.
ما دیگه ما خوصاری رستون که در من شب بی و من خواه ما این دیگه فرس چی سوی نفته ما خندان خوصاری رستون نی اما ما باجردم شمه اول ماجورم من فرساییس پاتریوت رپو خشت کتن کم داپان اینجور منن خوصاری رستون نی و ما یه مشاول نخواست کنست شالوم گرجستان ایرستان بانما پادشاهادل شالوم زرخوی خاطر راکوروی ایرونادمی سفدمیت تخی گناتسیده تخی زاره تخی چیناداره تخی ایرده تخی فنداگل خیلی چاختو یودون تخی شالوم خاطر راکوروی ودمه سیمن نخواست کنن نی. Авторы иллюстраций получили от Министерства образования и науки грамоты. Яна Плива, Азамат Кудзеев. Информационный выпуск сегодня. Информационный выпуск продолжают новости спорта. 4 югостинских спортсмена удостоились золотых медалей в Ростове-на-Дону. Здесь состоялись масштабные состязания по ММА «Свободный поединок». Среди 200 спортсменов со всего Северо-Кавказского федерального округа это отличный результат. Подробности рассказывает Агунда Гупосова. Очередных достижений добились юго-остинские спортсмены. С 11 по 13 июня в Ростове-на-Дону состоялись два масштабных спортивных события в мире смешанных боевых единоборств. Открытый чемпионат и первенство команд России по ММА «Свободный поединок». В мероприятиях приняло участие более 200 спортсменов. На ринге выступали бойцы почти со всего Северо-Кавказского федерального округа, в их числе и юго-остинские спортсмены. Dua komandor dostam, Igon komandor dostam, Husari Rustonai, Rusya çempionatma. Na pomogajnak tačiau dostudun, Sahibov dostudun Jabach, возрастной категории просто 12, 13, 14, 15, 16, 17. Вообще возраста роста. В поединках принимали участие спортсмены разных весовых категорий, как юноши, так и девушки. По словам Амида Кулумбегова, соревнования были организованы на высоком уровне. Все спортсмены были в очень хорошей физической форме. Конкуренция за звание победителя была высокой. Несмотря на это, золотых медалей удостоились 4 югостинских спортсмена в разных весовых категориях. Дэвид Котаев, Роман Мамитов, Спартак Кобесов, Дзерас Сагабаева. Благодаря этой победе ребята смогут достойно представить нашу республику на чемпионате мира. Чемпионат мира у Дженис Кыргызстана августа 2-3 на Джаройджис Фашал Фашизмкад финансовый транспорт живот канах Хишова Хадройчистан на Менген. По словам тренера, на соревнования не забирают только опытных спортсменов, так как этот вид спорта травмоопасный. Дэвид Котаев занимается ММА уже на протяжении 2 лет. За этот небольшой отрезок времени он успел поучаствовать в различных соревнованиях. Бойцов тренируют несколько тренеров: Зелим Хасиев, Азамат Бестаев, Вахтанг Гвалиев, Мамед Кулумбегов. В организации поездки спортсменам финансовую помощь оказали администрация президента и комитет по молодежной политике и спорту. Агунда Губозова, Азамат Кудзеев. Информационный выпуск сегодня. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джиоева. Желаю вам всего доброго и хороших выходных.